Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Подсказки и советы от духов рода. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, какие подсказки и советы хотят дать мне духи рода по моей жизненной ситуации. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть ответят на наши вопросы и пусть помогут увидеть будущее. Так, смотрите, но ситуация ваша, вот как ее видят духи, очень запутанная. И здесь, знаете, как половинка на половинку. Здесь половина вашей вины, а половина чужой. Все, что с вами случилось, все, что с вами произошло, это неспроста, это не просто так. У кого-то это карма, у кого-то это кармические уроки, а у кого-то это, скажем так, пинок судьбы, по-другому и не скажешь. Вас заставляют быть более смелым и активным человеком. Где-то вы засиделись, залежались. Долго, может быть, собирались силами, упустили какую-то возможность, недооценили свои способности, возможности. Может быть, к чему-то даже халатно отнеслись. В какой-то момент что-то пошло не так. Многие из вас себя в чем-то обвиняют. Вы осознали. Другие же люди ни сном, ни духом. Другие же люди склонны думать о том, что это судьба злая, что это люди вокруг какие-то не такие. Но нет, мои милые, здесь, конечно, и вы достаточно серьезно виноваты. Чего-то вы не предусмотрели, либо где-то на авось понадеялись. И рано или поздно это осознание придет. Рано или поздно вы поймете, где был именно ваш промах, чего не сделали, чего не добились. Либо где вы сошли с дистанции, куда отклонились, зачем отклонились. Это придет. Духи говорят, что в принципе это очень хорошая ситуация, какой бы она сложной ни была, какой бы она ни была проблематичной, травматичной, это все равно хорошо. Это хорошо тем, что вы нарабатываете неоценимый опыт не только для себя, но и для всего вашего рода. То есть эту ситуацию, возможно, ваши предки тоже переживали, возможно, даже не единожды. Но выйти победителем из этой ситуации суждено именно вас, именно в этом воплощении. Следующий момент – это то, что наносное, то, что пришло в вашу жизнь. Понимаете, тут такая ситуация идет, что этот перекресток, он все равно, вот это прям перекресток, он должен был быть. Вот как бы вы ни поступили, что бы вы ни сделали, все равно бы это произошло. Здесь у меня с левой стороны, видите, мужчина с сердцем вышел. Мужчина с сердцем, который уходит. Может быть, вы расстались с любимым человеком, может быть, вот он к сопернице ушел. Она его поманила, да, и он к ней ушел. Значит, она, соперница эта, она нечестная. И она очень нечестно играет. Все, что она делает, оно такое, знаете, грязное, вонючее. Не от сердца, не от души, а совсем от другого места. Может быть, она сейчас победила. Может быть, она сейчас радуется, наслаждается тем, что вау, и я на высоте, да, все случилось так, как я хотела. Но это временная ситуация. Эта женщина упадет. Упадет, очень больно ударится. А мужчина очень сильно в ней разочаруется. Придет такой момент, когда мужчина поймет, что произошло, поймет, что он где-то был неправ, поймет даже, где он был неправ. Здесь еще такая ситуация, да, скользкая идет. Здесь еще какие-то энергии черные, такие низшие, да, липкие замешаны.
многих может отыграться, что этот человек намагиченный, да, ваш любимый человек намагиченный. Причем это может отыграться, знаете как, и с вашей стороны, и с ее стороны. Может быть, она его как-то магически завлекала, привлекала. Либо вы что-то делали, да, чтобы его вернуть, и чтобы он был рядом с вами. Может быть, вы не желали плохого, но, может быть, вас обманул тот человек, к которому вы обращались. Потому что у мужчины у него липкий след. У мужчины, кстати, могли начаться очень большие неприятности в жизни. У него большие неприятности, а у вас могли быть вот всякие депрессии, неуверенность в себе. У многих, кстати, даже нежелание, ну так нельзя, конечно, говорить, но вы поймете, да, нежелание жить, существовать. То есть многие из вас разочаровались, в принципе, в жизни. Вот этот момент происходит. Эта ситуация разрешится. Разрешится в следующем году, либо в течение следующего года. Полностью разрешится. Она перестанет существовать. Здесь нахлёст идет, одно на другое находит. Вы разберетесь с этой ситуацией. Вы подумайте, что вы разберетесь. Но следом за этой ситуацией идет еще одна. Менее, конечно, травмирующая, менее, конечно, там опасная, но тем не менее. У вас как бы именно в этот период должно два обстоятельства, две ситуации быть. Смотрите, что я вам скажу. Самое сложное, конечно, та ситуация, в которой вы сейчас находитесь. Она невероятно сложная и очень эмоционально сложная. Второй же момент, он будет касаться, скорее всего, либо денег, либо возможностей. Там вы будете бороться со своими страхами, со своими сомнениями. Здесь вы боретесь со своими переживаниями, со своей тоской, а там именно со страхами будете бороться. У кого-то может быть момент такой, да, что отношения какие-то странные, либо на расстоянии, либо они полярные, да, сегодня жарко, завтра холодно, и вы не понимаете, что происходит. И это действительно вас беспокоит, обижает. Смотрите, в этих отношениях вы почему-то, ну вот тут женщина, да, в руках самолет держит, либо большую птицу. Вы какую-то позицию неправильную выбрали, вы не желаете навязываться, либо вы не желаете бороться за то, что вам дорого, за то, что вам важно. Вы как будто бы не себя выбираете в этой позиции. Опять же таки, это ваше. Вы должны быть более активной и более бороться за то, что вам нужно, за то, что вам дорого. Человек ваш, он реагирует по вам. То есть, если человек не видит от вас живого интереса, думает, что да, я ей не нужен, да, просто, может быть, она со мной там развлекается, время проводит, и он ведет себя соответственно. То есть, зеркалит вас, да, считывает с вас. У кого-то сейчас неприятности, связанные с законом, неприятности, связанные с людьми. Вот именно люди что-то сделали. Опять же таки, ваша вина в том, что вы слишком доверчивый человек, в том, что вы, возможно, вы где-то по незнанию что-то совершили не так, либо неправильно. Я допускаю такой момент, потому что здесь песок на это указывает. Но здесь не было с вашей стороны злого умысла, что вот вы знали, что вы поступаете неправильно, сказали, да пофиг, все равно сделаю, да, я так вижу, я так хочу, я буду это делать. Нет, здесь, скорее всего, либо наивность, либо незнание. А кто-то воспользовался этим моментом, либо кто-то, зная об этом моменте, просто вас тупо подставил по своей злой воле, по своим каким-то злым эмоциям, да, по своему отношению к какому-то деструктивному. И вы сейчас в неприятностях, сейчас вы не знаете, как решится ваш вопрос, что будет дальше. И чем дальше развивается эта ситуация, тем вам страшнее и страшнее. Духи говорят, что справедливость будет восстановлена именно в том объеме и в том формате, как оно есть. То есть, если вы где-то, даже по незнанию, совершили какой-то поступок, да, который не соответствует букве закона, вас, конечно же, за это по голове не погладят, придется ответить. Но если вы абсолютно ни в чем не виноваты, если вы просто наивный человек, который доверился, да, его там, лихие люди обманули, то здесь в полном объеме справедливость будет восстановлена. Мало того, вы еще получаете какую-то компенсацию.
Следующий момент касается рабочих вопросов, именно продвижения либо своей реализации. У многих отыграется желание либо найти хорошую работу, либо уйти с того места, где вы сейчас находитесь, и найти себе хорошую работу. С одной стороны хочется, с другой стороны страшно. В чем вы виноваты? Вы виноваты в том, что вы не работали над этим вопросом, в том, чтобы вы себя не развивали, в том, что вы себе очень низкую цену, да, назначили, за себя, вернее, назначили. То есть вы где-то изначально согласились работать за копейки, и потом не боролись за себя. У вас были возможности, например, там, чему-то учиться, как-то себя прокачать. Вы этого не делали. Может быть, и времени не хватало, может быть, там, и со здоровьем что-то было не то. Но вы этого не делали. То есть какие-то другие интересы были для вас более важны. Вы можете 1000 раз себя оправдать, но духи говорят, что все-таки 50% это ваша вина. Вот что бы ни происходило в сегодняшнем дне, 50% это ваша вина. Что касается другой стороны. Ну, с другой стороны, тут, понимаете, люди такие хитро сделанные. Ну, кто запрягается, да, тот и тащит. А вы такой человек, вас и просить не надо. Вы вот идете, да, видите что-то там не на своем месте, вы обязательно остановитесь, сделаете как правильно, ну и дальше пойдете. Вы не будете там ждать благодарности, вы не будете ждать, пока вас попросят. Вы не ленивый человек, вы родивый человек. Ну, это ваше начальство видит, думает: о, повезло, классно, давай, работай. И это тебе, и это тебе, и это ты должен, и это обязательно нужно сделать. И все. И вы закопались в работе, вы полностью, просто как выжатый лимон после своей работы. Ну что, нормально. Вашему начальству хорошо, вам плохо. По поводу новых возможностей, новой работы. Это возможно. Но чтобы эту новую работу получить, и чтобы она не была похожа на прежнюю, вам изначально нужно поработать над собой, себя в чем-то где-то потянуть, прокачать. Может быть, учеба, дополнительные курсы, какие-то, может быть, разрешения, допуски, сертификаты. Вот где-то нужно себя найти. Либо расширить свое резюме, понимаете, какими-то хорошими такими весомыми бумажечками, да, вот, на которых будет написан ваш опыт, либо что вы где-то чему-то новому учились, необычному, креативному. Вот это нужно вам дополнять. И только в таком формате вы будете искать новую работу. Плюс, опять же таки, новая работа. Вы можете найти абсолютно гениальную новую работу, вы можете даже бизнес свой открыть, все возможно. Но если вы будете работать больше всех и будете вести себя так, что вам больше всех надо, то вы опять рискуете попасть в те же самые обстоятельства, в которых находитесь сейчас. Кто ищет работу, у вас работа будет в течение 2 месяцев. В течение 2 месяцев вы уже начнете работать на новой работе, на новой должности. Но опять же таки, назначайте за себя цену достойную, а лучше высокую. Да, пусть за вас там люди торгуются. Лучше так. Психология людей, она такая. Чем меньше просишь, да, тем ты менее нужен. Хотя ты можешь быть там мега-супер профессионалом. Подумайте об этом. Ну и самый, пожалуй, важный момент, который говорят вам духи, он касается того, что как бы ни сложилась ваша судьба, какие бы обстоятельства ни стали в вашем пути, вы вот в венце, человек, который победил все. С одной стороны вы держите мир, и с другой стороны вы держите мир. У вас все получится. Во-первых, вас любят, во-вторых, вам помогают, и в-третьих, вы лишь только в начале своего пути. Вы как цветочек только лишь расцветаете, да, вы такой бутончик закрытый. Вам еще предстоит расцвести. Я вижу вас хозяином мира, либо хозяйкой мира. У вас все еще впереди. Вы почаще обращайтесь к духам, вы почаще обращайтесь к тонким мирам за подсказками, за помощью, мысленно просто обращайтесь. И помощь вам будет оказана. У вас есть какая-то связь и есть возможность напрямую черпать энергию из космоса. Вы, кстати, про себя это знаете, либо догадываетесь о том, что у вас есть именно такая способность, либо особенность. Не ставьте на себя ни в коем случае крест. И в каждой ситуации старайтесь трезво оценивать себя, да, что я сделал так, что сделал я не так. Вы сейчас проходите достаточно грубую школу, сложную школу,
жизни, но вы и пройдете, вы закончите, с успехом закончите. А впереди вас ждет праздник, вас ждет удовольствие, вас ждет наслаждение от этой жизни. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.